Когда туристы собираются в Татарстан, часто обязательным пунктом их посещения становятся Голубые озера. Явление настолько редкое, что сюда посмотреть на жемчужину республики приезжают туристы аж из Европы. И каково удивление путешественников из Хорватии, когда здесь, в Татарстане, они находят свои Плитвицкие озера. Лазурные воды, ставшие визиткой хорватской слуни, за годы прославили и Татарстан. Так совпало, что два этих заповедных места похожи почти как братья. И там ярко-голубая вода. На обоих озерах водопады. Казанское Голубое озеро примерно в 15 раз меньше хорватского, но тоже известно и довольно популярно. Иностранцы, в первую очередь, когда, наверное, в Казань приезжают, они знают про Голубые озера уже от своих друзей, видимо. И уже сюда приезжают заведомо, знают, что вода такая холодная, но они все говорят, как будто холоднее места еще не было. О том, что в Татарстане есть места, которые как две капли воды, похожи на мировые достопримечательности, заговорили путешественники. Фото с их наблюдениями облетели интернет. Вот Белая мечеть в Болгаре, почти что индийский Тадж-Махал. Вот Богородские горы, как две капли воды, похожие на крымские Золотые ворота. Немало мировых веяний и в городах. Мы в центре Казани, где можно видеть Дворцовую набережную, которую часто сравнивают с домами в Германии. А новый экстрим-парк кто-то уже окрестил российским Венес-парком. Казанская и Лос-Анджелесская площадки похожи даже внешне. То же самое с Юрьевскими пещерами в Камском устье. Один в один Мамонтовая пещера в Кентукки. Особенно если построят велосипедную или пешую дорожку на Камском устье. У нас ни одной в России такой нет. Это будет, вау, огромное количество петербуржцев, москвичей и иностранцев приедет. Иностранцы любят республику. За год до пандемии только Казань посетили больше 200 тысяч человек. Я не ждала и 10% от того, что увидела. Очень красивые дома, очень красивая, необыкновенная архитектура. Подбор цвета и красок кругом очень впечатляют. Вокруг очень красивые мечети, их минареты. В Израиле красивые тоже есть, но их не сравнить с казанскими. Исторический центр традиционно одно из излюбленных мест туристов за сплав архитектуры и за знаковые места. Кремль, башня Сюембике, набережная. А стоит немного отойти, и вид открывается уже на монументальный дворец земледельцев. За такую необычную европейскую архитектуру место даже прозвали «Маленькой Веной». По всем этим местам туристов и из Европы, и из Китая приходилось водить экскурсоводу Эльмире Спиридоновой. Каждый находил что-то свое. Неоднозначный объект хочу выделить – это Вселенский храм. Очень много там легенд и всего прочего, да? Но гости говорят: о боже мой, это фамилия Саграда. Факт остается фактом. В Татарстане много мест, похожих на мировые достопримечательности, но остаются они при этом уникальными. Многое создала сама природа. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Единов, ТНВ, Татарстан. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.